Потом говорили, что это все придется еще есть, да? Да. В конце придется все есть, все, что мы Все готовили. это буду делать с душой. Не наиграться, остаться голодным. До побед. Да, до побед. И потом пойти уже именно по этой стезе и уже, ой, как я сейчас начал плакать. Но потому что воспоминания нахлынули. Денису, дорогие друзья, Беларуси, детство, Что ж вы делаете школьные со мной? годы. Да, Вот да, такая да. программа «Секрет татарской кухни», понимаете? Мы доводим до слез. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Иссянмесіз хөрмәтле дуслар! Сегодня большой сюрприз для поклонников спорта, а именно волейбола. К нам в гости пожаловал старший тренер волейбольной команды «Динамо Казань» Денис Матвеев. Встречаем! Денис, здравствуйте! Здравствуйте, Руслан. Сразу видно по росту волейболист. Денис Матвеев, старший тренер команды «Динамо Казань». Родился в 1977 году в Белоруссии, в городе Витебск. В волейбол играет с 11 лет. В 15 лет был зачислен в Витебское училище Олимпийского резерва и попал в национальную молодежную сборную Республики Беларусь. В 23 года после серьезной травмы закончил карьеру игрока, а в 2006 году получил первое приглашение на тренерскую должность в женский волейбольный клуб «Казаночка». С 2011 года тренер волейбольной команды «Динамо Казань», а с 2012 старший тренер наших волейболисток. Достижения Дениса Матвеева в качестве тренера «Динамо Казань». Бронзовый призер Лиги чемпионов, многократный чемпион России, обладатель Кубка России, победитель Лиги чемпионов и победитель клубного чемпионата мира. В 2014 году от президента Республики Татарстан получил государственную награду «Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан». Денис, мы рады приветствовать вас, и тем более не с пустыми руками. Рассказывайте, что же вы нам принесли. Я принес подарки. Ну, во-первых, вот в этом году акция «Волейбол спасет мир». Вот, и значит, будет спасать этот мир он так. Вау, друзья, У нас посмотрите, это У же нас здесь есть модели. эксклюзивные, фотографии, которые помогут ближе понять и наших девчонок, и нашу команду. Вот. И вообще суть волейбола. Держи. Не верится, ведь все, что вы видели, это волейболистки. Отлично, спасибо. Наш традиционный шарфик. Посвящайте. Да, посвящаю. Так. И, конечно же, наша маечка. Ага. Наша маечка, это вообще тоже эксклюзивная. Сейчас Золотая все божья болельщики коробка. волейбольного клуба Да. «Динамо Казань» завидуют Говорит мне. о том, что не такая она уж и добрая. Если надо, может рассердиться и наказать соперника. Ну, здесь, конечно, вот еще один из подарков. Это диск. Диск с фильмом, в котором показана наша победа на чемпионате мира, в Лиге чемпионов. Это, кстати, не тот ли диск, который вы записали и сняли вместе с командой ТНВ? Да, так и есть. Приятно получить эти замечательные подарки. Ну а сейчас, буквально через секунду, будет подарок от нашей программы. Мы будем готовить специальное блюдо, которое, я надеюсь, вам понравится. Итак, Денис, блюдо, которое мы сегодня с вами будем готовить, называется мясо по-татарски. Готовится оно, на самом деле, не так быстро, но очень вкусно и готовится всегда, когда в гости приходят именитые гости, как вы сегодня. Можно сказать, что половину дела я уже сделал. Мясо отварил, здесь у нас сегодня говядина, овощи приготовил, помыл и поставил отвариваться картофель. Наша задача всего лишь порезать лук, что я доверяю вам. Это очень сложная миссия, но я постараюсь. Постарайтесь, да. Тем Потому что более... потом говорили, что это все придется еще есть, да? Да. В конце придется все есть, все, что мы Все готовили. это буду делать с душой. Да, начинаем. Готовим с душой, с хорошим настроением. Я сейчас мелко-мелко порежу морковь. И уже задаю вам первый вопрос. Денис, буквально немного информации о себе. Я знаю, что вы родом из Беларуси, с этого замечательного государства, в котором, кстати, мои друзья живут. Если они сегодня нас смотрят, я им большой привет, город Гродно передаю. О, Гродно. Родились, учились, как попали в волейбол? Рассказывайте. Родился в городе Витебске, это восток Белоруссии. Учился в школе. В один из прекрасных дней в школу зашел тренер, сказал: встаньте, дети. Вот, встали дети и сказал: а ты, мальчик, от тебя Штирлиц. Нет, причем, Денис, вы сидели, а он подумал, что вы встали. Вот, и вот так вот меня отвели в сторонку и сказали: все, завтра приходишь на тренировку, будет твоя жизнь поменяется. Но вы согласны, что в школе волейбол это не самый популярный вид спорта вот был, по крайней мере? Все-таки все на футбол, наверное, ходили. В тот момент у нас ребята все были помешаны на волейболе. Вот, потому что, ну,
У нас секций-то не так много было, тех же и футбольных. Вот. Так что мне повезло. Вот. Я быстро заболел этим делом. И потом уже все пошло по накатанной. Тренировки, эмоции. Ну, а родители вообще поддерживали, нет, вот это стремление к спорту? У меня мама была одна, как растила нас. Поэтому мне в этом плане сложности особых не доставляло. Но учебе Потому не что- мешало вообще закончить школу-то на отлично? Я попал в училище Олимпийского резерва. Вот. И когда попадаешь в училище Олимпийского резерва, там в этом плане еще проще становится. Там автоматически все. Вообще лапап. Да, то есть тут уже можно, как говорится, спокойно, невзирая на авторитеты, учиться и играть. Ну вот сколько лет вы вообще всего как игрок проиграли? Вот если со школы считать. Если со школы считать, это было все начало было с 11 лет, и закончил я играть как профессиональный игрок в 23 года. То есть 12 лет. Да, но потом я опять же перешел в компанию. Вот, и в компании я еще отыграл за всевозможные там спартакиады, всевозможные там кубки, нефти Газпрома и так далее. То есть это мне еще плюсуйте лет 5. То есть, в принципе, из волейбола я как Я сейчас прокурором себя почувствовал. Плюсуйте мне еще лет 5. Хорошо, вы согласны с таким мнением, что тренером, вот если не иметь опыта, я имею в виду опыта как игрока, невозможно стать? А хотя в футболе есть обратный момент, когда люди просто изучили футбольную вот эту технику и стали тренером. Нет, так я считаю, все равно любой тренер, как бы ни было, он все равно игрок. Он, по сути, не реализованный, наверное, игрок в какой-то степени. А может быть, в какой-то роли своей не наигравшийся, да, то есть наоборот. Потому что очень редко, я думаю, со мной согласятся игроки, которые были именно профессионалы и имели большие успехи, заслуги, да. Очень мало кто из них стал, на самом деле, великим тренером. Вот, поэтому здесь я считаю, все равно тренер в какой-то степени должен поиграть, не наиграться, остаться голодным. До побед? Да, до побед. И потом пойти уже именно по этой стезе и уже, ой, как я сейчас начал плакать. Но потому что воспоминания нахлынули. Денису, дорогие друзья, Беларуси, детство, Что ж вы делаете школьные со мной? годы. Да, Вот да, такая да. программа «Секреты нашей кухни», понимаете? Мы доводим до слез. Один из основных секретов, это вот я понял вашу фишку, почему я начал с лука. Но, тем не менее, лук практически мы сейчас дорезали, Да, да. морковь тоже готова, сейчас все это будем обжаривать. Итак, сейчас сковородочку мы накалили. Заливаем растительного маслица. Я все подробно говорю, на всякий случай, вдруг вы захотите это повторить, понимаете? Ну, естественно. Либо для команды, либо дома там. Так, сначала лук, пожалуйста. Обязательно. Так. Денис, давайте вспомним все-таки, когда вы первый раз приехали в Казань и как вы вообще оказались здесь? Первый раз я попал сюда в 2006 году. Здесь еще тогда клуб был. 10 лет «Казаночка». назад. Казаночка, да-да-да. Казаночка была, да. Поэтому в тот момент здесь клуб имел совершенно других руководителей, спонсоров, много что было все Но по-другому. вы приехали как тренер или как? Я как тренер приехал, да, но в тот момент как раз в чемпионате России зарождалась такая наука, как статистика, изучение команд соперника там, и так далее, там, тактические схемы, вот, как играть с соперником. И вот в этот момент как раз я начал осваивать эту науку, и потом уже через год из Казани я стартовал в сборной Казахстана. Так попал я на Олимпийские игры первый раз со сборной, и уже там я стал старшим тренером. Из Казахстана я возвращаюсь в Россию, проработал опять старшим тренером в высшей лиге, потом главным тренером в высшей лиге А. Вот, и уже после этого опыта меня уже пригласили в То есть Суперлигу. вы в Казань, получается, второй раз приехали Вот и второй самое главное, раз. не пожалели. Не пожалел. А как мы не пожалели? Кстати, вот на этих красивых словах передаю при всех вам целый кусок мяса в благодарность. Я прошу его, как вот, знаете, как стейк, такими кусочками порезать. Да-да. Это как бы вот здесь очень все красиво должно быть, потому что Эстетично, эстетично красиво. Да. Кстати, ну давайте про еду. Вы раз приехали в Татарстан, понятно, что у вас, кстати, и у мужской, и у женской команды замечательный повар Альберт. Мы ему привет передаем, он тоже к нам приходил. Привет, Альберт! Привет, Альберт! Чем вам нравится наша татарская кухня? Какие блюда для вас наиболее популярны? Я вообще с Востена. Самое, наверное, наиболее популярное – это чак-чак. То есть я кайфую вообще от этого ингредиента. Вот. Что касается
таких более мощных продуктов. Но, не знаю, вы, наверное, все в курсе, что конская колбаска – это Козелык. самое такое, да, эксклюзивное блюдо Татарстана. Вот особенно для мужчин оно ж вообще дает, там, говорят, силу. Вот спортсмены, запоминайте, сначала козылык, потом чак-чак и все, и в бой. И в бой, да. Все-таки из Беларуси родом гостей у нас бывает очень мало, можно сказать, вообще редко приходят, да? 3 самых популярных белорусских блюда национальных, назовите. Ну, здесь Для не информации. поспоришь с Александром Григорьевичем. У нас же там есть законодатель МОД в республике, это наш президент. Вот. Вот первое блюдо от Александра Григорьевича, как он говорил, это должна быть чарка и шкварка. Вот, поэтому это, наверное, одно из основных блюд. Есть еще, как и, в принципе, и в татарской кухне, у нас все блюдо построено на картофеле. То есть эта картошка, это у нас как вообще, это как сало для хохла. Поэтому в этом плане картофельные у нас блюдо клёцкий. Клёцки – это натирается картофель, потом делается тесто из картошки вот этой, и все это обволакивается. Есть захотел, Денис. Вот это клёцки. Извините. Их варят как пельмени. Вот. Ну и основное, как у нас еще говорят, драники. Драники – это тоже классическое блюдо Беларуси. Так, наш лучок поджарился. Сейчас ответственный момент. Золотистый какой. Золотистый. Добавляем туда морковку. Мясо пока подождет. И сейчас следующее задание для вас. Я думаю, вы справитесь. Всегда готов. Всегда готов, как пельмень. Итак, сейчас вам надо будет сделать. Только не говорите, что я передаю вам это задание, потому что вы из Беларуси. Нужно будет помять картошку. Пожалуйста, вам молочко. Спасибо. Приборчик. И, думаю, можно туда маслица половиночку, да? Пожалуйста. Но здесь, я думаю, вы лучше меня справитесь. Водку поддадите. Да, пожалуйста. И я пока здесь потихонечку смешаю лучок с морковочкой. Ну и переходим к нашей любимой команде «Динамо Казань». Тренерский штаб. Вы являетесь старшим тренером. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, сколько вообще людей работает во всем вот тренерском штабе команды? Ну, у нас основных 9 человек в тренерском штабе. Главный тренер, старший тренер, тренер по ОФП. Это физподготовки. По физподготовке. Для зрителей, Да, ага. да. Также тренер-консультант у нас есть. Плюс у нас 2 массажиста и доктор, врач команды. Вот те люди, на которых держится основа тренерского, можно сказать. Да, вот полностью согласен, чтобы люди как бы не думали, что только главный есть тренер, помощники, даже массажист и врач – это все команды, которые как выигрывают, так и проигрывают. Здесь отдать должное руководству и главному тренеру Ильшату Серединовичу, да, Гилязуддину. Он подобрал коллектив, с которым он реально идет в бой. Ну и хотел бы сказать нашим зрителям до программы, когда мы общались, Сергей сказал, мы играем как семья. Денис, как ваши успехи здесь? Мои успехи замечательно. Так, а я сейчас наше мясо, которое порезано, кстати, очень красиво, замечаю, перекладываю аккуратненько, вот так, следите. Но есть у меня следующий вопрос, вот успехи конкретно женского волейбола. Как добились? Какими трудами? Какой ценой? Расскажите нам секреты. Ну, здесь, я считаю, наверное, максимально каждый игрок, который в команде у нас есть, отдал и здоровье, и душу. И в связи с этим, я считаю, что и складываются именно победы. Вот. По-другому, наверное, без самоотдачи, без жертвы определенной со своей стороны, победы, большой, великой победы, наверное, не будет. Но вы согласны с тем, что наличие звезд вот волейбольного уровня, это не залог успеха, как некоторые думают? Ну, а сколько вот уже примеров, те же и хоккеисты набирают кучу звезд, НХЛ и так далее, и лучшего тренера берут в мире, ну, а результата нет. Это не о Казани сейчас речь идет, да, чтобы болельщики не подумали. Кстати, добавляем половинку сливочного масла. А тем временем пюре у нас готово, мясо. Ну, последний штрих еще Да, остался. к мясу нам остается добавить немного специй и соли, перчик. И закрываем крышечкой. Пусть все это потомится, а мы после небольшой паузы продолжим говорить о женском волейболе и татарской кухне.
Программа «Секреты татарской кухни» вновь в эфире. Спасибо, что вы с нами, дорогие друзья. А мы сегодня готовим мясо по-татарски вместе со старшим тренером волейбольного клуба «Динамо Казань» Денисом Матвеевым. Денис, еще раз здравствуйте. Спасибо, что пожаловали к нам на татарскую кухню. У нас здесь, вы уже заметили, вкусно, весело, интересно. Задорно. Задорно. Здесь у нас томится мясо, то самое мясо по-татарски вместе с жареным луком и морковью. Пюре, которое лично сделал Денис. Я думаю, зрители и Денис, вы подумали, что пюре будет гарниром. На самом деле нет. Пюре у нас используется для приготовления блюда татарского, которое называется кюзикмяк. Некоторые его называют кыстыбы. Вот такие два новых слова вы сегодня услышали. Да, для меня. На самом деле готовится не очень просто. Я возьму посуду прозрачную. Итак, стакан воды. Все очень просто. Половину ложку соли. Немножечко растительного масла, мука, взбитое яйцо и тесто, можно сказать, готово. Делали хоть раз сами тесто, нет? Признайте, Денис. Ну как, нет, я его только ел. Только ел. Но на самом деле мужчина, который умеет делать тесто, это золотой мужчина на кухне. О, Ну, а вы золотой тренер, опять-таки. ну да, четырехкратный. Четырехкратный. А сама команда пятикратный чемпион России и, самое главное, победитель Лиги чемпионов. Молодцы. Ну и несколько слов о наших чемпионах. Ну, в этом году у нас добавились несколько игроков. Мы включили в состав команды игрока из Болгарии, Элица Васильева. Туда, да. Да-да. Отлично. Знаете, тенденция казанского клуба такова, что не стремятся обновлять составы максимально. То есть Каждый старается сезон. максимально сохранить костяк команды. Да, да. Вот в этом и особенность Казани. Так, секундочку, помогайте мне. Маленький секрет Муку тихонечко сюда всыпаем. для кого-то, а может быть и наоборот законодательными модами в этом плане. Сколько у нас вот иностранцев играет? Клубы должны быть стабильны. Два иностранца у нас. В этом году мы добавили игроков из сборной Болгарии, Эльца Васильева, оставили Антонео Дель Коро. Это не нуждается человек. Ну, для тех, кто следит за волейболом, за женским, они знают. Да, знают, что это именитый игрок. Также остались и Катя Гамова, и Женя Старцева. Все наши звездочки, все у нас в команде остались. И добавились к нам еще в этом году Екатерина Уланова. Ее тоже помнят по нику Каби. Так что мы в этом году вернули всех своих обратно К себе домой, можно Ой, сказать. да. Нет, ну состав действительно в этом году сильнейший и задачи серьезные. Как всегда. Вот сейчас команда, я сам слежу за нашей любимой волейбольной командой, борется за Лигу чемпионов, опять-таки, да, идет плей-офф России. Да, борьба у нас не шуточная на самом деле. Есть какие-то приоритеты Сейчас идем на все-таки? втором месте. На Европу или на внутренний чемпионат? Или все вместе, как всегда? Ну, вы знаете, как в любом Так, можно любой еще битве, немножко? в любой битве, да, есть определенные хитрости свои. Как бы за двумя зайцами погонишься. У нас сейчас больше, наверное, уклон идет на Лигу чемпионов, поскольку здесь каждая решающая игра. А что касается чемпионата, регламент позволяет нам попасть только в финал ФО, в котором дальше уже мы будем бороться за звание чемпионов. Так, ну тем временем я замесил тесто, сейчас мы его будем раскатывать. Сейчас мы так вот делаем большую колбасочку и на маленькие кусочки его разрезаем. Вам, как тренеру, расскажите нам, пожалуйста, тяжело ли общаться с игроками-девушками? Ведь с мужчиной можно по-мужски поговорить, а все-таки Не-не, девушки – это же ранимые существа. Нет, наши девчонки не такие. Прежде Они всего. профессионалы своего дела. Они даже, больше хочу сказать, мало того, что они профессионалы, они нас воспитывают в какой-то мере, как мужчин. И делают из нас настоящих мужчин. Так, ну а сейчас тот самый мастер-класс. Вот эти кружочки мы начинаем раскатывать. Первый сейчас я сделаю сам. Так. И потом мы их будем жарить вот на этой сковородочке без добавления масла. Ого. Это и есть секрет. Итак, в итоге у нас получается вот такая вот лепешка. Вроде бы неровная. И вроде бы первый блин комом, но у нас есть чудо-крышка. Татарская народная хитрость. Мы с помощью крышечки и небольших телодвижений получаем на исходе красивую. Кругляшок. Да что вы, кругляшок, это же Блинчик. заводская работа. И этот блинчик, пожалуйста, сейчас помогите мне. Да, Денис, так, мы накаляем сковородку, напоминаем, не добавляем масла, аккуратно туда помещаем блинчик. И с помощью вот этого незатейливого прибора мы будем переворачивать его. Так. Договорились? Сложная миссия. Есть у меня, как у болельщика, несколько вопросов. Самый высокий игрок в женской волейбольной команде у нас?
Ну, конечно, в Татарстане это Екатерина Гамова. Даже в Татарстане. Да. Сколько рост у нее? 2,02. Насколько рост помогает вот в игре? Ну, конечно, помогает. Это, во-первых, преимущество на сетке. То есть каждый человек, который, ну, или игрок выше ростом другого, то есть у него больше времени и быстрее может встретиться с мячом в воздухе. Опередить, можно так сказать. Между тем, Денис, обратите внимание, появились у нас пупырышки. Вот сейчас самое время перевернуть блин. Вот. Опа. И если вы заметили, вот эти вот Это черные глаза. совершенно верно, это есть кузикмяк, глаза хлеба, то бишь. Вот видите, друзья, он не только тренирует, он еще и поет, поэтому они выигрывают. Так, на подходе уже лепешка номер 2. Так, опа, Еще одни глаза. еще одни глаза. Вторая лепешечка у нас уже на сковородочке, и таким образом мы их сейчас все дожарим, а потом еще один интересный момент в приготовлении кузикмяк. Ну а сейчас, Денис, финальный момент приготовления нашего блюда. Наши лепешечки готовы, мы их аккуратненько сложили. Финишная кулинарная прямая. Я сейчас растоплю сливочное масло. Для чего нам нужно, увидите буквально через секунду. Вам я передаю то самое пюре. Вот так вот. И как же мы делаем наши костыбы, они же кузикмяк. Все очень просто. Намазывать Итак, глаза. намазываем глаза. Одну часть лепешечки, пожалуйста, наносим картошечки, примерно 1 сантиметр. Некоторые, кстати, в картошку добавляют и зеленый лук, и обычный лук. Это, как говорится, все по вкусу. У нас сегодня классический вариант. Закрываем. Готово. Прям хочется есть уже. Продолжаем Еще в том же нельзя, духе. да? Еще нельзя, еще есть масло, ведь есть еще есть у нас секрет. татар-чай. Это все вместе мы сегодня подадим. А пока продолжаем. Ну и сейчас мы обильно смазываем сливочным растопленным маслом наши лепешечки, что придает им цвет, вкус и Аппетит. аромат татарских традиций, хотел сказать Денис. И совершенно верно угадал. Друзья, буквально через секунду мы будем пробовать оба наших блюда. Татарча ит хэм кузикмяк. Мясо по-татарски. Мясо отварили, остудили и нарезали поперек волокон. Лук и морковь мелко нарезали и обжарили на сливочном масле. Добавили мясо к овощам и прогрели на небольшом огне. Вместо обычного отварного картофеля приготовили кузикмяк. Из пресного теста раскатали лепешки, обжарили их с 2 сторон на разогретой сковороде без масла. Выложили на лепешки заранее приготовленное картофельное пюре, смазали растопленным сливочным маслом и подали к мясу. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забывайте подписываться на наш новый канал на Ютубе. А тем временем у нас накрыт стол чемпионов. Еда, достойная действительно самых высоких побед. И мы сегодня победу совершили, приготовили очень быстро вкусное татарское блюдо под названием татарча ит. Мясо по-татарски. Итак, здесь у нас выложено мясо на тарелочке, здесь же у нас костыбы. Кузикмяк мы обычно пробуем руками, а мясо можно вилочкой. Итак, внимание. Скажите что-нибудь, я пока поем. Ну как? Божественно. Друзья, очень приятно, когда гость, а я спокойно могу сказать, что вы из Беларуси, пробует татарскую кухню и говорит: Божественно. божественно, это лучшая награда. Но, Денис, дорогой вы наш, вы же не пробовали еще кузикмяк. Это наша тоже национальная татарская гордость. Кузикмяк, ну как всегда. Я люблю, когда еще сливочное масло капает на мясо, все это вместе кушаешь. Ребята, Оставайтесь у нас навсегда. я реально вам всем завидую. У вас такая хорошая работа. И самое главное, прекрасная кухня. И прекрасная кухня. Спасибо. Вот и подошел к концу наш, можно сказать, 5-сетовый поединок волейбольный. Я искренне, как болельщик, и от всех наших татарстанских болельщиков желаю команде «Динамо Казань» только побед. Мы болеем за вас. Любим вас. Удачи. Всему тренерскому штабу большой привет. И ждем и игроков, и тренеров здесь всегда. Руслан, огромное спасибо за гостеприимство. От лица нашей команды, от лица нашего руководства девочек хочу также пригласить всех на наши игры. Приходите, болейте, поддерживайте нашу команду. На самом деле нужна ваша поддержка, потому что я считаю, что все наши заслуги – это ваши заслуги. Поэтому еще раз всем спасибо. Приходите, поболейте за нашу команду.
Спасибо вам большое. Это была программа «Секреты татарской кухни». Сегодня мы говорили исключительно о женском волейболе. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока, дорогие друзья. До новых встреч.